Это программа «Актуальное интервью». Парламент Якутии накануне утвердил ряд важных законопроектов. В частности, инициативу главы региона, направленную на поддержку семей с детьми, а также пожилых граждан в связи с ситуацией по коронавирусу. О какой помощи идет речь и как будут производить социальные выплаты? Об этом спросим у министра труда и социального развития региона Елены Волковой. Елена Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, Василий. Какие новые меры социальной поддержки появились для семей с детьми в связи с нынешней ситуацией? Буквально недавно, точнее вчера, на парламенте республики приняты несколько законов. И в частности, основной из них – это закон республики о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Этим законом будет предоставлено право для наших семей с детьми, в семьях, в которых воспитываются дети от 3 до 7 лет, и если их доход ниже величины прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года, такие семьи получат право на ежемесячное пособие. Размер такого пособия составит прожиточный минимум на ребенка. И законом предусматривается, что такой размер будет дифференцирован по зонам республики. Для северных арктических районов пособие составит 10 274 рубля, а для центральных южных районов, или это вторая зона республики, размер составит 8 651 рубль. В ближайшее время будет утвержден порядок предоставления таких ежемесячных выплат, и главой государства поставлена задача раньше приступить к назначению этих выплат, ровно на месяц. Если раньше с 1 июля планировалось принимать такие заявления, то сегодня проводится большая организационная работа для того, чтобы такие заявления мы могли принимать на месяц раньше, то есть с 1 июня. Хотелось бы отметить, что семьи наши будут подавать заявления в электронном виде, и это будет только одно заявление. То есть все документы, которые будут подтверждать их право, они будут запрашиваться в рамках межведомственного взаимодействия. Например, это справки о доходах, свидетельства о рождении и так далее. Напомню, что сегодня проводится организационная большая работа в части отладки технических возможностей. То есть мы должны сегодня до конца наладить свое взаимодействие с Федеральной налоговой службой, с органами ЗАГС и так далее. И с 1 июня мы уже начнем принимать такие заявления в электронном виде. Владимир Путин в своем обращении к россиянам предложил ряд социальных мер, которые должны смягчить последствия пандемии для граждан. Среди них была озвучена и выплата в размере 5000 рублей. Как в Якутии будут производиться эти выплаты? Здесь хочу отметить, что уже заявления на такую выплату начали приниматься. Такую выплату будет осуществлять Пенсионный фонд. И буквально по последней информации отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Саха-Якутия уже на 9, то есть на вчера, уже принято 5000 таких заявлений. Заявления от граждан принимаются на личный кабинет застрахованного лица на сайте Пенсионного фонда России и будет предоставляться тем семьям, которые имеют право на федеральный материнский капитал. Срок выплаты ежемесячного пособия составит на период 3 месяца, то есть это за апрель, май, июнь ежемесячно в размере 5000 рублей на ребенка до 3 лет. Также вчера в Якутии была принята законодательная инициатива Айсена Николаева о единовременной выплате за счет средств республиканского материнского капитала «Семья». Кому она полагается? Расскажите, пожалуйста. Действительно, вчера второй законодательной инициативой нашего главы была инициатива о предоставлении права нашим семьям, имеющим 3 и более детей, тем семьям, которые имеют сертификат на республиканский материнский капитал,
семья. Семьи по своему усмотрению, если это необходимо, смогут реализовать материнский капитал в виде единовременной денежной выплаты в размере 15 тысяч рублей. Такое право дается в течение 2020 года. Семьи смогут обратиться к нам с заявлением. Сейчас под особым вниманием находятся наши пожилые граждане. Глава Якутии для снижения рисков жизни и здоровья подписал указ о введении ограничительных мер, связанных с режимом самоизоляции. Он будет действовать до момента устранения опасности для этих категорий граждан. Куда им обращаться за получением социальных выплат и как они их будут получать, если сейчас находятся на самоизоляции? Действительно, наша сегодня основная задача – это максимально предоставлять выплаты в так называемом проактивном режиме. Мы такие выплаты уже предоставляем нашим гражданам старшего поколения. Такие выплаты в проактивном режиме предоставлены уже 11 тысячам отдельным категориям граждан к 75-летию Победы. То есть это наши ветераны, это наши дети войны. То есть проактивный режим – это когда не требуется заявление. И вот вчера также была внесена законодательная инициатива главы, согласно которой меры социальной поддержки для пенсионеров, значит, у которых наступил 70-летний возраст, если раньше такие выплаты назначались только по заявлению, и человек должен был обратиться в управление социальной защиты, то на сегодня принят закон, позволяющий назначить эту меру поддержки в проактивном режиме. То есть те люди, которым наступает 70 лет, уже не должны никуда идти, они должны оставаться дома, и эта выплата будет назначена им автоматически. Что для этого будем делать? Для этого, значит, мы по нашим данным Управления социальной защиты, а все данные у нас имеются в информационной системе «Адресная социальная помощь», значит, будет произведена сверка с пенсионным фондом по Республике Саха-Якутия, и, соответственно, при наступлении возраста будет автоматически такая выплата предоставляться. Елена Александровна, а как сейчас в настоящее время осуществляются новые назначения? Значит, что бы здесь хотелось отметить по новым назначениям. У нас сегодня постановлением правительства в рамках антикризисного плана, который утвержден главой республики, значит, уже принято постановление правительства, которое позволяет нам для того, чтобы обеспечить максимальное предоставление услуг для людей, значит, так скажем, бесконтактном способе, чтобы человек не обращался в управление социальной защиты. Значит, это два направления. Первое – это продление тех выплат, которые требуют ежегодной перерегистрации. Например, детские пособия, да, для малоимущих семей требуют ежегодной перерегистрации. То есть человек приходит в управление социальной защиты, предоставляет справку о доходах и принимается решение о продлении или о приостановлении таких выплат. Сегодня, с учетом сложившейся ситуации и в рамках поручения главы государства о продлении действующих выплат в случае перерегистрации, значит, уже принято решение, что такие выплаты будут автоматически продлены на 6 месяцев, то есть до 1 октября текущего года. Это касается сегодня региональных мер социальной поддержки. Второе направление – это, значит, сегодня предоставлена возможность людям подать заявление через госпортал Е-Якутия. Значит, предоставляются заявления, электронные образы документов. В сканированном виде они, значит, подцепляются через личный кабинет. И мы на период режима повышенной готовности не потребуем сверку документов. Если раньше люди подходили на сверку с оригиналами документов,
то сегодня эта сверка до завершения режима повышенной готовности истребоваться не будет. Такую сверку мы проведем в течение месяца после завершения режима повышенной готовности. Ну, понятно, что все это делается для того, чтобы люди максимально находились в режиме самоизоляции, не посещали публичные места, могли это сделать, не выходя из дома, электронным способом. Расскажите, пожалуйста, а как в эти дни работают сотрудники социальных служб? Ну вот, как раз подытоживая, наверное, все вышесказанное, да, сегодня наша общая задача обеспечить предоставление государственных услуг, необходимых государственных услуг, в частности, как я уже сказала, через доступные механизмы, технически все механизмы, они созданы. Не первый год работает сегодня государственный портал Е-Якутия. И, соответственно, все наши службы ориентированы на то, чтобы провести большую информационно-разъяснительную работу среди населения, с тем, чтобы такие выплаты наши заявители могли получить электронным способом. Что касается наших учреждений социального обслуживания, да, социальное обслуживание на дому, да, для наших подопечных, социальное обслуживание в стационарной форме, конечно, все эти учреждения продолжают работу. Эта работа осуществляется с учетом всех необходимых и соблюдения всех требований в условиях режима повышенной готовности. И, конечно, понимая, что в наших учреждениях достаточно большое количество граждан получает социальные услуги именно старшего поколения, такие учреждения, как дома-интернаты, психоневрологические интернаты, сегодня находятся на особом контроле и министерства, и оперативного штаба под руководством заместителя председателя правительства Ольги Валерьевны Балабкиной, с тем, чтобы не допустить распространения такой коронавирусной инфекции среди лиц старшего поколения. Ну и вот, пользуясь случаем, я бы хотела также еще раз призвать наших дорогих бабушек, дедушек, наши семьи с детьми оставаться дома. С точки зрения предоставления социальных услуг, еще раз подчеркну, сегодня все технические возможности, все организационные механизмы, они созданы для того, чтобы все услуги могли предоставиться электронным образом. Если требуется непосредственно получение каких-то социальных бытовых услуг на дому, все эти услуги мы продолжаем и дальше предоставлять. И хочу отметить, что наши службы также подключены к телефонам горячей линии, на которые поступает сегодня достаточно много вопросов, и мы в таком постоянном режиме на них даем ответы. Пытаемся помочь каждому, кто обращается на такую горячую линию. Пожалуйста, задавайте свои вопросы, и все наши социальные службы готовы помочь нашим заявителям. Елена Александровна, спасибо за беседу. На вас сейчас, на вашем ведомстве лежит большая ответственность, поэтому желаем вам удачи. Спасибо за беседу. Спасибо. О социальных мерах поддержки мы говорили с министром труда и социального развития региона Еленой Волковой. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.